Рыбы пока нету. Клев еще рано. Клев начинается в 11, а сейчас 3 утра в этой речке. Посмотрим, может поймаем раньше рыбу. Ой, кто-то нас схватил. О, попался. Вот он, вот он. Вот он. Вот он, хариус попался. О, небольшой, ну ладно. Тут какая-то хариус стоит. О. Еще хариус. Вот здесь место тоже хариусинное. Ну, не знаю. Хариусинный место. Посмотрим, есть ли кто-нибудь здесь. О, еще один хариус. У нас стандарт 21 сантиметр. Надо же. Такие. Опа, ну это маленький. Можно отпустить. В принципе. Зацепилась. О, какая штука зацепилась у нас, а? Ага. Мы ее вытащим. Хорошо, выдержала леска. Груз. Рыба ушла. Солнце вышло. Солнце вышло, и рыба ушла. Ох, какой-то мелкий. Хочет меня съесть. О! Ой, тоже крупненький. Нифига себе. О, какой крупный, как селедка. О, видите, какой крупный. Вот. Вот, пришли с рыбалки. Чтобы по кустам шарахаться, у нас вот такая штучка есть. Вот такая длинная, чехольчик. Потому что через кусты невозможно пройти с леской. Мы просто его одеваем, когда через кусты идем, и все. Вот и все. А потом его просто ложим сюда и все. Черви кончились. Пришли с рыбалки, все черви кончились, которые брал в том направлении. Ой. Ух ты. Собачка меня здесь ждала. Сейчас будем с рыбой заниматься. Чай поставим, с рыбой будем заниматься. Наверное, уху сварим. Теперь мы... Теперь мы наловили достаточно рыбы, чтобы уху сварить. Наконец-то долгожданную уху. Из картошки, лука и рыбы, хариуса. Сейчас займемся этим. Вот. Поймал 14 штук хариусов. Вот сейчас мы их помоем. Вот собачка лежит. Все это дело помоем и засолим. Опять сытый хариус.
Сытый, полный кишки у харуса. Ладно, потом еще раз помоем. О, какие крокодилы какие большие. Ну, маленький ручей, маленький харус. Не заходит. Так, во. Сегодня утром, перед тем, как ловить харуса, я принес дары духу реки. Я вычислил, что от меня нужно духу реки. Вот, для ловли или для того, чтобы здесь быть, вот, ночевать. Вот. И я сегодня преподнес дары, принес подарки из дома. Вот. Подарил духу реки, и все. Даже не рассчитывая, поймаю я рыбу и не поймаю, все равно. Ну, я заметил, между прочим, что для принятия моих даров, вот, духу реки нужно 20 минут. Вот сколько я не приносил даров духу реки, вот, и через 20 минут начинался результат. Ну, почему-то так. Значит, те дары, которые я приношу, как раз подходят для реки. Вот такие дела. Поэтому он сегодня мне много хариуса дал. И среднего, и большого. Для этой реки, я считаю. Маленьких-то я не брал. Вот. А так, 14 штучек поймал хариусов. И вот сейчас сильно не буду солить, малосолку такую сделаю. Часть пойдет в уху, а часть, может, закопчу потом. На костре еще не знаю, каким способом. Ну, или солененькую оставлю. Вот так. Вот там у нас и уха варится, и собачки варятся. Собачки варятся, и уха. О, собачка ждет. Ждет, когда же ей сварится это все дело. Вот, она там варится, она скоро уже сварится. Вот она. Все кипит, все закипает. Сейчас мы ей помешаем все. Уже все сварилось, можно сказать, чебуха. Вот. Все сварилось. Сейчас рыбки положим. Ах, рыбочка. У нас рыба. Уха с рыбой будет. Ложки положим. Немножечко. Все. Сейчас закипит и будет все готово. Да. Такое дело, что я приготовил рыбу, порезал ее, вот, а забыл почистить. Хорошо, что не положил в суп. Пришлось резаную рыбу чистить. Очень неудобно. Наверное, меня мудрые рыбаки-то засмеют. Но ничего страшного. Зато я ее почистил. Я один раз ложил нечищенную рыбу, конечно, в уху, но все время плеваться приходилось.
от скорлупки, от чешуи. Ну, в этот раз хоть вспомнил, что надо почистить. Вот такой я рыбак. Такой я рыбак. О, скоро у нас все будет. Рыба всплывает. Потихонечку. Повыше сделать, наверное. Так, повыше делать. О. Вот она уха. Может будет наваристый. Попробуем потом. О, с каким наслаждением она ест требуху. Вот она, наша собачка. Ой, даже не знаю, как получилось. Борисов атаковали, говорят, давай кушать. Вот она. Вот они. Ай, вот она рыбка. Это картошечка. Вот она. О. Сейчас попробуем, что у нас получилось из этого дела. Посмотрим, пока без перчика. Есть. Есть новорушинный, есть. О, даже без перчика вкусно. Какие же перчик-то? Ого, даже пачку еще не открывал. Даже пачку не открывал ни разу. О, сейчас проверим это дело. О, что-то я бревно положил, так жарко стало. Собачка свою требуху села. Ого. Вот это да. Обычная вода, а такая вкусная. Да, сейчас с перчиком. Вот она уха. Ай. О. Перчик, конечно, делает уху горячей. Да, классно. У нас еще хлеб есть. У нас еще есть хлеб где-то. Вот он. Так, где хлеб? Хлеб-то хлеб. Вот нож-то нож. Вот так. Ох, нож затупился. Нож затупился, хлеб не режет. Надо нож заточить. Что это за рыбак такой с тупым ножом, правда? Это не рыбак. Это не рыбак. Держи. Или место. Вот это уха. Не такая жирная, как у щуки была, но... Ой, аж текет везде. Такая вкуснятина, представляете? Все. Перестаю снимать и буду нормально есть. Как человек буду есть нормально. Вкуснятину эту. Пойду схожу сейчас. Еще выше поручу. Только сейчас напрямую срежу по дороге. По лесной дорожке. И пойду в Верховье. А потом спущусь по реке вниз. Вот так. Такие дела.
Вот такие высокие берега. Хрен ты едешь еще с них. Вот она, лесная дорога, заросшая полностью. Мне должны пройти. Вот по ней напрямую сейчас пройдемся, и будет нормально. Спускаемся вниз к реке. Вот уже сбежал. Так, стены 10. Среди таких кустов приходится кидать. Это мелкие. Ох, крупненький тоже попался. Я думал мелкий. Ух ты. Вот он. Крупненький. Здесь, может, и не видно. А здесь медведь спускался, купался в этой луже, купался. Ага. Вот, поднимался. И вот он и прошелся. Вот туда пошел. И вон туда пошел. Я прошелся немножко по следу, он там в речку перешел еще разочек. Вот. Так, медведи тоже купаются у нас. В речке дождик пошел. Вот дождик пошел. Вот, наконец-то возвращаемся обратно. Петлю сделали. Собачка вперед убежала, и вот уже встречает она. Привет, привет, Булечка, привет, моя красавица, пойдем. Она встречает, как хорошая хозяйка, встречает всегда из дома и в дом. Все, пришли наконец мы. Устали с собачкой. Вот собачка даже лежит, отдыхает. Собачка отдыхает. И я отдыхаю. Сделали сегодня кольцо такое по лесу. Вверх поднялись на километра 2, наверное, по прямой. Потом по извилистому ручью вот это спустились. Рыбы немного поймали, даже не знаю сколько, может точек 5, не считал. Вот, но устали, обезводились. Пить хочется. Сейчас чай попили, еще сейчас будем чай пить. Вот, и попьем чай, и надо будет поваляться, поспать немножко. Собачка храпит уже, по-моему. Вот похлебка варится, сейчас закипит. Вот так немножко отодвинуть. Пусть пока кипит. Булька он ждет, когда сварится ей похлебка. Поднял повыше тент. Вот такое сделал. Тут палатка.
Видать, ночью дождь будет, намечается. Влажностью потянуло. Костер горит. Вот собачка пошла. Небо все затянуто. Даже мне кажется, слышно где-то гром. Далеко-далеко гремит гром. Поэтому может сюда прийти дождь. Это хорошо. Хоть поспим под дождем. Ладно. Попробуем по-другому. Попробуем по-другому. Так. Ничего. Берем хариус. Протыкаем. Нет, наоборот. Протыкаем и протыкаем. Вот так. Вот так попробуем. Ага, отлично. Там между бревен жара. И хариус варится на жаре прямо. Варится ли он, жарится он. Но получается тоже вкусно. Ох, еще один очередной хариус готов. Вот у нас тут есть кора. Просто кора березовая. Мы на кору ложим, вытаскиваем. Вот она. И прямо на коре будем есть ее. Поглощать. Такое белое мясо. Открывается. О, открывается как конфетка. Все кости остаются на месте. Почему такой вкусный хариус? Вареный, а? Вареный или жареный? Жареный, скорее всего, можно назвать. О, жареный на жаре. Посмотрите, какая вкуснятина. Ага. Это я уже 4-ю рыбку, наверное, ем. Жарю и ем. А, горяченький. Сейчас у меня булочка будет это все дело есть. Будет кушать шкурочку. Ага. Вкусно, вкусно, вкусно. Я бы сказал, первобытно вкусно. Буля мой чай разлила, задней ногой наступила. Бесконечно правильно и бесконечно вкусно. Ни кости не попадает, ни это, как ее, ни чешуя не попадает, ни шкурка не попадает. Все отделяется. Прямо изумительно. Вот всего
инструмента. Приборчик, надо же. Простая веточка. Я бы еще сейчас делал, еще бы ел. Ну, попозже, наверное. Надо чай налить, а то Булька у меня разлила чай задней ногой. Фу. Это на завтра. Сухие я положил под тент, чтобы завтра костер разжечь. Если ночью дождь будет, и все намочит кругом. И это запросто, потому что все небо затянуто, где-то далеко-далеко гром гремит. Так что уже и темновато как-то. Вот. А собачка территорию охраняет. В разные стороны гавкает. Чтобы все знали, что здесь территория охраняемая, что мы здесь находимся.